Более 9 тысяч человек на 217 площадках написали в Коми «Диктант Победы». 25 вопросов были самого разного плана. Где-то нужно было вставить пропущенные слова в тексте, где-то назвать автора произведения, посвященного войне, а где-то на основании приведенного отрывка назвать город, события или участника военных действий. Вопросы диктанта были связаны и с художественными фильмами и монументами, посвященными героям Великой Отечественной войны. Те, кто принял участие в акции, честно признают, было сложно, но нужно. Нужно, чтобы сохранить память о том великом подвиге, который совершил наш народ. Любовь Лапина продолжит. Георгиевская ленточка на лацкан пиджака – боевой настрой. На акцию «Диктант Победы» участники приходят подготовившись. У одних позади штудирование учебников и исторических монографий, у других – просмотр фильмов на военную тематику. А кто-то те военные события помнит в мельчайших деталях и до сих пор. Николай Акимович Рочев, участник Великой Отечественной и Советско-японской войны. Гитлер, нападая на Советский Союз, рассчитывал, что захватить территорию до Урала, уничтожить народ, который они сделали на Западе уничтожить народ, и властвовать здесь. Все области были распределены между начальством, понимаете, Германии. Вот это, значит, и благодаря тому, что весь народ поднялся. Не то, что одни фронтовики, а тыл, который работал. Сколько помогли Коми республики-то. Я иногда рассказываю, что 900 лошадей тоже отправили на фронт. На груди орден Отечественной войны второй степени, медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за победу над Японией и за доблестный труд. Николая Акимовича хорошо знают столичные школьники. Несмотря на возраст, он все так же продолжает активно вести уроки мужества. Еще 10 лет назад только в Сыктывкаре было 390 участников войны. Сегодня осталось 21, из них только 3 могут выйти на улицу. Те, кто в строю, несут свою миссию. Но важно вовремя подхватить ее, чтобы подрастающее поколение росло и знало, как все было на самом деле. Акция «Диктант Победы» – это большое дело, это очень большое дело, потому что вот такие акции дают возможность сохранить память о войне. А сохраняя память о войне, мы сохраняем правду о войне. Сегодня правда очень нужна. Великий русский ученый Ломоносов сказал: народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Поэтому историю обязательно нужно знать, гордиться своей историей, потому что это дает право человеку для того, чтобы он понимал, насколько в великой и могучей стране он живет, что он обязательно должен соответствовать высокому званию, обязательно должен гордиться. А в Ухте на «Диктант Победы» пришел ровесник самой Победы – Игорь Александрович Пилипенко. Родился в 45-м. На этой площадке он самый возрастной. Уважение к ветеранам, к память о войне, потому что у меня родственники. Мама Сталинград прошла. Дяди воевали, дед воевал в Великую Отечественную. Игорь Александрович историей интересовался всегда, поэтому думает, что написал диктант неплохо. Наверняка знает только об одной ошибке, но результат его не очень волнует, признается ухтинец. Основной цели он достиг – принял участие. За 45 минут предстояло ответить на 25 вопросов, большинство тестовые, но отнюдь непростые. Нужно знать многие детали операций. Студенты как Ухтинского университета, так и Республиканской академии госслужбы честно признаются – ответили далеко не на все вопросы. Там достаточно много заданий по персоналиям, на знание тех или иных событий, значимых в истории Второй мировой войны. Много заданий, связанных с фотодокументами. Собственно, спектр заданий самый широкий. Еще раз говорю, здесь нужно демонстрировать свою эрудицию. Для того, чтобы успешно написать этот тест, мне кажется, люди должны быть увлечены историей. Вопросы были сложные, но я ответила как смогла. Надеюсь на хороший результат. Благодаря тому, что мы будем знать, что было, мы не допустим того, чтобы это повторилось. Проверить свои знания. Потому что забывать такое нельзя. Нужно помнить и не повторять ошибки. Это, мне кажется, одна из главнейших причин. Самым сложным вопросом для заместителя председателя правительства Коми Алексея Просужих, по его признанию, стало задание, в котором нужно было указать автора портрета Георгия Жукова. Ответить сходу, пожалуй, вряд ли кто сможет, но важен даже не сам ответ, а то желание, которое возникает после – найти нужную информацию и изучить новую для себя страницу истории.
Об исторических фактах и их современных трактовках в эти дни особо много говорят. Никто не ожидал, что в 21 веке мы вновь столкнемся с нацизмом, со всеми его проявлениями, которые сегодня есть на территории Украины. Поэтому нужно, чтобы молодые люди, конечно же, знали историю, владели историей и понимали, как ковалась победа и какими жертвами она была завоевана. Само проведение диктанта Победы стало ежегодным благодаря народной программе «Единая Россия». Итоги очного этапа подведут до конца года. Результаты появятся на одноименном сайте. Федеральные победители диктанта будут награждены памятными дипломами и ценными призами, а также приглашены в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Любовь Лапина, Ксения Мишарина, Виктория Науменко, телеканал Юрган.